Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 22 марта 2025 года, 17 часов 13 минут по центральноевропейскому времени, 19 часов 13 минут по городу Джохар. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас 111-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова постоянный ведущий этой нашей программы Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И сегодняшний наш стрим я назвал «Того юк Аят». Очень супер. Тебя не слышно. Шум какой-то идет, вообще тебя не слышно. Юк чуана Аят. Да. Попробуй зайти еще раз. Раз. Да, это исходило от Аяда, получается. Этот звук, получается, исходил. Так. Или как-то они там подключаются. Либо еще какая-то причина. Но то, что мы уже видим постоянно, как только с Аядом стрим бывает, практически всегда возникают какие-то проблемы. Хотя раньше возникали и у меня отдельно, но сейчас практически всегда пытаются как-то помешать. И вот мы не могли 13 минут включиться, друзья. Это именно из-за вот технических проблем было. Мы не могли, просто кнопка не загоралась, чтобы включить стрим. Аяд? Да. О, отлично. Звук отличный. Я как раз анонс сделал сегодняшний свой стрим. Мы назвали «НАТО без США». Я точнее назвал. Может ли Европа разгромить Россию? Вопросительный знак. На эту и многие другие темы давайте, друзья, поговорим. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, думайте о своей безопасности, будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. И Аят Идигов попробует вам на них ответить. Аят, и сразу по традиции, сразу слово тебе. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает. Сегодня интересная передача, как она названа, может ли Европа, скажем грубо, победить Россию. Но здесь уже вопрос такой, знаете, неоднозначный, может победить. Мы не собираемся, и Запад не собирается побеждать Россию. Запад против той преступной политики, которую проводит имперская нынешняя Россия. Эта политика привела к тому, что на территории бывшего Советского Союза, с тех 90-х годов убито миллионы людей. По крайней мере, мы знаем, что примерно в России там погибло столько же, в Чеченской Республике мы уже считаем более 300 тысяч человек погибло. В Украине столько людей гибнет каждый день. А сколько эта власть убивает людей и томит в тюрьмах незаконно людей, которые свободно должны жить в этом мире, развиваться и мирно сотрудничать. И во всем в этом это вина этой армии России, ее возглавляющих людей, которые возглавляют ее, это убийцы. Они убийцы, потому что через их политику они убивают этих людей, невиновных людей, которые хотят жить в рамках современного международного права. У них только одна задача у этих людей. Они хотят подчинить себе бывшие территории Советского Союза все. Они же сами эту Советский Союз, который хотел преобразоваться во главе с Горбачевым,
другую формацию. Они сами взяли, как говорится, инициативы и начали незаконно ее разваливать, в смысле того, что незаконно, не по законам Советского Союза. Советский Союз они развалились, инициировали это и решили этот развал, значит, организовать, как они сказали, под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись». Да. И сегодня, когда мы видим, что Запад вот до сих пор, я имею в виду до избрания нового президента Америки, все было направлено на то, чтобы заставить Россию, значит, отказаться от своей преступной этой политики, вернуться в современное международное право и действовать сообща со всеми государствами, развиваясь экономически, значит, социально, культурно. Всего это не нужно, как мы понимаем, российскому руководству. Ранее это был Ельцин, который своими преступными ходами и заявлениями организовал убийство наших президентов, законно избранных в 1991 году и последующих годах. И все это вот в руках и из рук, как говорится, из мыслей, их мировоззрения этих людей вот так вот случается. Что сегодня происходит? Сегодня мы видим, что по пришествию нового президента Америки позиция как-то вот, значит, на 180 градусов поменялась. Никто не ожидал, хотя многие предупреждали, разные политики, блогеры, люди от разведок разных, которые знают, предупреждали, что Трамп будет такой. Но мне, надо сказать, не казалось, что это будет так. И я до последнего момента сейчас думаю, может быть, это какая-нибудь игра. Наверное, многие тоже так думают, игра или нет. Но перехитрить Путина, который ни в какие игры не играет, а пытается стать владельцем, как говорится, он и его потомки, владельцем этого мира. Мы весь мир мы захватим, мы его завоюем, мы мир наш построим. У них эти были лозунги и Советской империи, и сейчас передалось сюда. После развала Советского Союза, вернее, до развала Советского Союза, в этой стране было 15 союзных республик и 20 автономных республик. Эти 20 автономных республик, как и раньше в процессе делала сама власть России, все 20 автономных республик были преобразованы в союзные республики. Мне здесь вот недавно, вчера, приходилось разговаривать с разными людьми, они об этом не знают и удивляются. Это были апрельские 3 закона, в которых сказано было, что союзные республики теперь и автономные. Наряду с этим уже по ходу в 1991 году до развала Советского Союза Балтийские 3 республики Советский Союз признал независимыми государствами. Были и другие республики, которые хотели выйти из Советского Союза, в том числе Грузия, в том числе Украина и другие республики, в том числе, конечно, и Чеченская республика, которая провела все процедуры в рамках международного права и все атрибутики, и она еще была вот признана, наша республика была признана уже после распада Советского Союза, после принятия нами своей конституции, суверенного, независимого, демократического правового государства, на следующий день Верховный Совет Грузии и президент Гамсахурда признали независимым наше государство. Это очень важный момент для нашей истории. Важно и то, что в 2022 году, 17 октября, Украина признала незаконно оккупированной территорию нашего государства и геноцид чеченского народа. Это есть те моменты, которые нужно нам сейчас развивать для того, чтобы вот в этой ситуации, в которой мы находимся, наш народ находится, как и другие, впрочем, народы, находятся
под пятой нынешней империей. Получилось так, что РСФСР, одна из республик Советского Союза, она стала правопреемницей Советской империи. Вот такие вот сегодня замашки. Почему-то не какая-то другая республика, союзная республика этим не занимается, а эта империя новая, она пытается это сегодня сделать. И в этом направлении сегодня остальной мир, как бы, значит, не соглашается с ним. И Украина, и другие все, я уверен, все республики постсоветского пространства не соглашаются. Если даже какие-то лидеры там, так называемые, бывшие коммунистические лидеры согласны с этим, то народа этих республик не соглашается, это нам однозначно известно. Вот что теперь делать, как нам быть, когда Америка отказалась теперь вести работу по помощи и организации противостояния этой новой Российской империи, Российской Федерации. Они ее назвали Российская Федерация-Россия. Ну, здесь должно быть одно название. Или Российская Федерация, как созданная из подписанием 31 марта 1992 года федеративного договора. Федеративный договор подписали бывшие ранее в составе РСФСР, которые были преобразованы в Союз республик, 15 республик автономных. Но они были затем в Советском Союзе преобразованы в союзные, а после распада СССР, то они уже имели право быть, уже формировать свое государство. Но им не позволили, именно эта власть уже с первых дней, она не позволяла, она препятствовала, чтобы во главе этих республик были избраны новые руководители, новая власть народная. Во всех этих 15 автономных республик, которые стали союзными. Я сейчас говорю только о Российской Федерации России как пример. В остальных республиках это вопрос отдельный, ну, примерно подобно такой же. И вот когда эти 15 республик, они были уже, потому что РСФСР было 16, но Чеченская республика, еще будучи в Советском Союзе, тогда же предприняла все необходимые шаги в рамках международного права, чтобы создать свое государство. И все это было сделано, был проведен референдум, общенациональный съезд чеченского народа, где собрались представители наших диаспор и представители наших, значит, людей по республик, от каждой тысячи по один выборщик. И они проголосовали 99 и тому более, наверное, процентов за создание своего суверенного государства, которое было, имелось в виду, значит, разгромлен, захвачен, незаконно втянут в Советский Союз. Это Горская республика. То есть мы имели свое государство, но оно было также разрушено, как и другие республики, которые были втянуты в Советский Союз. Поэтому мы, когда создавали все свои эти атрибуты, законы, избирали, будучи в Советском Союзе, избирали свою власть, президента, парламент, органы самоуправления, все атрибутики, приняли акт о государственном суверенитете, и страна развивалась и двигалась в мирном направлении. Но в этот момент мы не могли, как и другие республики, например, как Украина, как Грузия и другие республики, мы не могли выйти из состава СССР. Хотя 3 республики СССР позволил выйти, а вот остальным не позволял, и тогда оставалось 32 республики. Вот я как раз на это хочу обратить внимание, что 32 республики хоть и остались, и они могли бы, теоретически могли бы избрать новую власть в этих республиках, так, и, значит, провести референдум, провести какие-то мероприятия,
власть избрать. Но этого не позволяло, и именно вот эта недоимперия, которая есть РСФСР тогда, которая потом, будучи, как говорится, в состоянии одна без со своими областями, она втянула в эту свою РСФСР подписанием 31 марта 92 года новые эти республики. И почему они подписаны были тогда? Сейчас мы знаем это. Почему? Потому что во главе этих республик все еще сидели те коммунистические республики, которые были еще в Советском Союзе. То есть они не были заинтересованы никоим. То есть это была фикция, этот договор был фактически незаконный, потому что они говорят, что это по воле этих народов, они объединились, они пишут в своих конституциях. Нет, этого не было никакого объединения, это было насильственное втягивание этих республик в состав нынешней Российской Федерации России. Поэтому сейчас и мы видим, что, развалив Советский Союз, Российская Федерация России, я уже буду так говорить, она напала первой на Чеченскую Республику. Мы говорим об этом часто, но многие, как бы, сколько не говорим, многие люди каждый раз, но это повторяют, спрашивают. Она напала на нашу республику незаконно, а до этого она совершила еще одно преступление против своего народа, народов Российской Федерации России. То есть они в 1993 году совершили государственный переворот, расстреляли Верховный Совет и приняли новую конституцию незаконным способом, путем опроса населения. В эту в конституцию они вписали Чеченскую Республику как часть России. Это было преступление с точки зрения международного права, как вписать эту Россию, допустим, в любую другую страну, Францию, Германию или Америку. Вот на таком уровне правовой точки зрения было совершено преступление. После этого они как будто бы Чеченская Республика является частью России, организовали против него 5 агрессий. Из этих 5 агрессий, в 4 агрессиях чеченский народ и ее руководство мы сумели отбить, изгнать из нашей территории. Самая масштабная это была 4. Четвертая агрессия – это с 94 года, 11 декабря, по конец 96 года. И после этой победы Чеченская Республика провела, значит, очередные выборы при наблюдении международных наблюдателей разных стран и наблюдении миссии ОБСЕ, которая подтвердила, что выборы прошли законно, и никаких нарушений не было, все было, мол, нормально. Вот такая ситуация была, и не оставаясь, значит, в лоне современного международного права, как империя Российской Федерации России, после этого уже в 1999 году, через 2 с лишним года, снова организовал нападение на нашу территорию, вначале блокировав его по всем возможным материальным, экономическим, финансово, значит, навесив на нашу страну разные ярлыки. Вот что я хочу сказать, было тогда и сейчас, когда мы имели одну надежду, и наши страны, и народы, которые вышли из бывшего Советского Союза, имели надежду на то, чтобы начать развиваться, выйти из-под этой империи и стать свободными государствами, народами и жить свободно. На сторону этой империи сегодня как будто бы, значит, выступает, грубо говоря, выступает президент Соединенных Штатов Америки Трамп. Так ли это на самом деле? Это игра или нет, мы не можем понять. Но, по крайней мере, заявление его о том, что Россия не является агрессором и что она не нападала на Украину,
естественно, тогда она не нападала и на Чеченскую республику, и на Грузию не нападала, не нападала и на другие страны в то время, как она нападала. Что здесь такое? Что за секреты? Я надеюсь, что могут они открыться в ближайшее время. Вот будут сейчас переговоры снова с Саудовской Аравией. Теперь мы знаем, что в связи с этим событиями, которые происходят, и Трамп даже отказываться начал от Западной Европы, и Западная Европа сейчас сама организуется, она пытается сама защититься, и Западная Европа, там Норвегия и, скажем, Англия, Великобритания, у них есть атомное оружие, они хотят ее разместить в восточных республиках, но странах Евросоюза, и хотят взять под свой контроль вот эту защиту от нападения самой этой России. Россия сегодня блефует, с моей точки зрения. Нападать она не будет, но она будет постоянно методом тыка пытаться проверить, насколько прочен этот орех, который будет противодействовать. Ну, посмотрим. Президент Франции делает заявление о том, что будет этот вопрос рассматриваться. Он взял инициативу на себя. Здесь есть сильные государства, мы знаем, какие европейские, и они будут тоже действовать в рамках того, чтобы противодействовать, не дать России победить, как говорится, Украину, захватить ее территории и будут противодействовать. Вот вокруг этого стоит вот эта ситуация. Победит ли Запад Россию или нет, это вопрос, по-моему, не стоит и ставить, потому что если открыто будет война, мы все проиграем. Если атомная война, то мы все можем проиграть. Ну, вот такая ситуация для начала. Аслан, давайте, если есть вопросы, продолжим нашу, как говорится, передачу. Спасибо. Спасибо, Аят. Так, здесь есть и вопросы, и комментарии о том, что вы говорили. Я потихонечку буду зачитывать. Давай. Вот SC или SC по-немецки пишет: Трамп при США ни в коей мере не поможет Украине. Наоборот, своим бездействием помогают России. Украине надо надеяться на Европу и на себя. Чеченцы победили без чьей-либо помощи, а Украина больше Ичкерии. Аят, как вы считаете, во-первых, первый вопрос, поможет ли США Украине, не прекратит ли он помогать? Он помогает, она, США, или они, сможет ли без помощи, чьей-либо помощи, без помощи Соединенных Штатов Украина выстоять и победить? Но здесь вопрос такой. Я уверен, что если даже, скажем, Америка не будет помогать, Украина все равно не проиграет и ее не победит России. Почему? Потому что украинский народ знает, с кем он имеет отношения в этой войне. Знает об этом, знают и все другие народы, знают, это не наш народ, это знают и грузины, и другие. Они знают, они могут, конечно, нанести колоссальный, значит, вред населению, убить, но техническое, там, материальное состояние, страну разрушить может империя, новая империя. Но победить им не удастся. Но тех, кто этому способствует, на их совести будет этот весь вопрос вот этого разрушения всего мирового, так сказать, мирного состояния в Украине и в остальных странах, скажем, постпространства, но не только и там. Так что о победе говорить не придется. И если народ сам полностью станет, кроме армии, то здесь думаю, что ситуация будет совсем другая, хотя они будут российские ракеты засылать или самолеты, все равно ситуация будет другая. Это закидывать туда ракеты, закидывать бомбы, это не то, чтобы противостоять, скажем, на территории самой России. Вот в Курской области
зашли украинцы, захватили эту часть территории, а они там, значит, захватили русские у них эту Суджу, где идет газопровод. Этот газопровод они сами бомбят и обвиняют, якобы обвиняют, это сделали украинцы. Украинцы, наоборот, для них это во вред, потому что они оттуда получают возможность отопления и газ для своей страны. А они говорят, что это делают, захватили эту территорию, им, то есть отдали, отошли. Они вот такие вот вещи творят, они вот так вот обманывают. Чем гнуснее, чем невероятная ложь, тем она более, как говорится, кажется реальной. На самом деле мы это должны понимать и не соглашаться с этим. В любом случае, тот, кто напал, тот, кто первый начал, он виноват. И говорит о том, что он не виноват, нам не приходится. Победы в любом случае не будет. Вот столько, 5 раз на Чеченскую республику нападали, столько было жертв, и до сих пор наш народ не подписан никакого акта капитуляции, не согласен с этим, и сопротивление нашего народа продолжается. Мы боремся на Западе, пытаемся сделать все для того, чтобы по способу и методу, который, значит, вот приняла Украина, о том, что Чеченская республика незаконно оккупирована и геноцид. Для нас это очень важно, и в этом направлении мы должны тоже работать. И мы призываем президиум правительства Чеченской республики Ичкерия в этом отношении содействовать нашему народу, нашей, значит, власти в зарубежье. Вот что мы должны делать. А то, что Америка отойдет, и она будет действовать в другом направлении, посмотрим. Возможно, настанет тот день, когда Америка сменит это руководство, которое есть сегодня, если это руководство не образумится. Невозможно вот против вот этого преступного такого нападения самого агрессора называть, что он невиновен, и ему как бы содействовать его преступлению. Это очень опасная игра. Вот так я думаю, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят. Баркал. Так, Залва, Германикус, все друзья, кто вошел, приветствую всех. Валейк салам, Шавига, Маш Вовель. Спасибо всем за комментарии, за теплые слова. Так, дальше. Ну, я тут видел комментарий. И он... если, например, боевые действия, которые могут развязаться в Европе или же против Украины, Европа, которые уже идут, и потом Европа будет втянута в это, как хотят вести. Вообще вы верите в то, что сейчас натовские или европейские миротворческие силы войдут в Украину для помощи Украине? Ну, все это будет зависеть от той ситуации, которая будет сейчас на переговорных процессах вот развиваться. Ведь было предложено 30 дней, значит, остановить все боевые действия, а Путин крючкотворством занялся ни туда, ни сюда, начал есть нюансы, фактически отказал он Трампу и не делает этого. А Трамп это не видит, как будто бы не видит, что это он хитрит. Что-то здесь он не хочет сказать, видимо, он терпит еще, не хочет сказать, что его предложение не принимается. Ведь который раз уже вот эти встречи будут в Саудовской Аравии, и предложение, которое выдвинула Америка, Зеленский согласился с этим. Согласился. Ради того, чтобы остановить войну, чтобы людей не убивать, чтобы в мирном направлении решать вопросы. Только в этом плане согласился. А
тут же выявилось, открыто уже выявилось, что Путин и его команда не хотят останавливать войну, им нужна эта война. Если эта война остановится, то это значит, что они фактически могут потерять власть. Почему? Потому что народ увидит, что вот начал войну, ничего, собственно, не сделал фактически, столько людей поубивал, и это раз. А во-вторых, самое главное другое, что экономическое состояние в России ухудшилось. А раз оно ухудшилось, и люди жалуются, они уже сейчас по разным там мусорным бакам, ну, в разных регионах там показывают. Это вообще может состояние прийти к тому, что они и Путин, и всех забудут, восстанут против. То есть Путина могут убрать, ситуация может сложиться. Чтобы это не случилось, Путин будет стараться продолжить эту войну. Ему нужно, как бы, значит, выигрышный вариант. Какой выигрышный вариант ему хочет предоставить Трамп? Вот этот вопрос, от этого будет зависеть многое сейчас. Так вот, мне кажется, Аслан. Мгм. Ну, смотрите, ситуация какая? Вроде бы у России все было плохо. Вроде бы уже на ладан дышали. Каждый день по 1500. И сегодня, кстати, 1200 убитыми и ранеными русских боевиков на территории Украины происходит. Вроде бы говорим о каком-то перемирии и так далее, но самая массированная атака происходит на Россию. 343 дрона Украина запускает одновременно. Вчера сожгли Кавказскую, там, в Краснодарском крае, базу, нефтебазу Кавказскую, самую большую там. Потом Энгельс аэропорт взорвали, там есть слухи, что там чуть ли не там атомное оружие у них хранилось, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И эскалация вроде бы увеличивается, но разговоры такие, как будто два друга, два мирных человека. Объяснение у меня, как у наблюдателя со стороны на эту ситуацию, только одно: вот у тебя все козыри на руках, как любит говорить Трамп про карты, козыри, все карты, и ты все их скидываешь. Значит, ты что-то взамен получил, или же стопроцентно ты должен получить их. Просто так ты же не будешь скидывать свои карты. И вот у меня в связи с этим возникает вопрос: это Путин договорился о личной индульгенции, личной неприкосновенности для себя и своего ближайшего окружения и сдает там военных, там других ФСБшников каких-нибудь неугодных. Или же это что? Ну, как сказать, что это какая-то вот такая игра, так если ее можно назвать, да, Мгм. которая в конечном итоге будет плачевна для всех сторон, если позволит, скажем, как вот невменяемому человеку в руки дать оружие, и он будет стрелять, а остальные будут без этого оружия. Вот какая ситуация. Он может разойтись, и если где-то почувствует, может и что-то и сделать. Вот чего опасаются западные страны и, в общем, цивилизованный мир, конечно. Мгм. Боятся. Что здесь делать? Вот еще то, что там она наладом дышала и все такое. Оказывается, вот эти все санкции, которые были, они были, конечно, они повлияли на ситуацию, скажем, путинской России. Но они, как мы знаем, уже переформатировались, и их промышленность почти на 50% стала военная. То есть они лепят оружие, танки, снаряды, вот, и при том, значит, им помогает, скажем, это Северная Корея. Вот вчера было сообщение о том, что большой грузовой корабль, или как они там называют его, с покрытыми тентами, и в сопровождении 5 таких военизированных, скажем, кораблей по Ла-Маншу прошла через и пошла в Балтийское море, как бы в ту сторону. Мгм. И сам этот, в этот момент в Хитрово был подожжен или взорван, скажем, подстанция, и аэропорт целые сутки не работал как будто бы.
То есть это как бы, значит, показывает о том, что они щупают, они пробуют, что будет. А ведь были санкции, ведь было запрещено по этим территориям, по Балтийскому морю России вот проходить. Они там выдвигают какие-то свои претензии, что это море Каспийское, то есть Балтийское, наше тоже, и мы, мол, не позволим. Вот такие разговоры они ведут. То есть вот это вот попытка сейчас, кажется, поднять волну, как будто они там действительно таковы, это связано, конечно, с тем, что президент Трамп говорит в пользу России сегодня. Вот это как-то им дало какое-то воодушевление в кавычках. Они все начали там, Да. значит, такие у них настроения, они говорят, вот это мы там правильно, а эти все вот они бандиты, фашисты, всех они называют как угодно, лепят свои ярлыки. И теперь настроение и в самой России, видимо, внутри тоже так, они постоянно вот эту пропаганду ведут. Вот смотрите, пришел Трамп, и все изменилось. Оказывается, это вот эти остальные все такие. Этот Байден был такой, другие. То есть это такая вот ситуация, которая, конечно, как-то все равно разрядится, она долго не может так держаться. Будем смотреть, как говорится. Аслан? Да, вы допускаете, что США испугалась Россию и отступила? Вот, Я не допускаю этого. Я не допускаю. Это никто не может в этом смысле испугаться, потому что если хотят прийти и убить тебя, то он же понимает, что если а, победит, скажем, в этом вопросе сейчас победит, ну, в кавычках, скажем, в пользу России вот это все будет переделано, мгм, то это будет как бы поражение Америки. конечно, Это же будет как поражение Запада, это будет как бы поражение современного международного права, принципов, которые все были, значит, приняты. Значит, этому способствовала Америка. То есть Америка становится виновна в этом. И она же была зачинщиком после Второй мировой войны создания современного международного права, убрав там Лигу наций, то, что было раньше. И теперь вот такое положение. В самой Америке тоже ситуация очень напряженная, как мы вот наблюдаем. Хотя они говорят, что 52% поддерживают Трампа, а другие источники говорят, что до 60% люди и население в Америке против Трампа. Но это будет со временем будет это еще больше, значит, видно, в какую сторону это будет, потому что те планы, которые строил Трамп о возвращении вот этих всех предприятий, которые ушли в другие страны, с этим у него как бы не получается, и тому, конечно, есть причины. В этих странах там рабочая сила дешевле, там удобнее, значит, получать бизнесменам вот эту всю, как говорится, прибыль себе. И они, находясь в любой стране, находятся там в Китае, там и других восточных странах, и там развиваются, так, они получают. И Трампу это не удается, как я понимаю. Но вместе вот с этой ситуацией видно, что а, время прошло не так много, скажем. Вот сколько времени, немного прошло, 2-3 месяца максимум, да? И вот такая вот... А посмотрим дальше, что будет. Это посмотрим. То есть нам нужно сейчас в этом отношении горячку, собственно, со своей стороны не пороть, а внимательно наблюдать за этим и изучать ситуацию и, конечно, стоять на своих позициях, на своих принципах. Так я думаю. спасибо, спасибо. Просто русские утверждают, что их все боятся, что все-таки там нацеливание ракетами на США, которые они только лишь говорили, почему-то вот сейчас резко американцы испугались, и вот что-то произошло.
Хотят успокоить себя и ссылаются на то, что все они такие великие, всех боятся. И вот американцы испугались. Фактически, американцы, ну, дали заднюю. Вот о чем русская пропаганда твердит. Причем не сперва стеснялись они это говорить, а теперь с каждым днем, особенно когда представитель Трампа приехал, говорит, 2 великих лидера там встретились, у меня просто внутри все перевернулось. Вчера один президент убийцами их называл, беспримесным злом, а другие выходят, говорят, 2 великих лидера. Ну, конечно же, может быть, это игра, и я тоже думаю, что игра. Но если это такая игра, то, ну, это не делает Америку вновь великой. Как-то так. Друзья, я вам напоминаю, с нами ближайший соратник Джохара Дудаева, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ныне единственной легитимной власти чеченского народа, Аят Идигов, бывший председатель парламента Чеченской Республики во время Первой русско-чеченской войны, широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете задавать вопросы ему. Человек стоял у истоков нашего государства, свидетель огромного количества событий, непосредственно участник многих событий. Задавайте вопросы и получите исчерпывающие, очень мудрые ответы на свои вопросы. Присоединяйтесь, друзья. Так. Вот здесь вопрос, вот по теме бояться, не бояться. Почему Европа так боится Россию и хочет вооружаться? Можете ответить? Ну, почему боится? Она не боится, она как раз так, если боялась бы, прогнула, сказала бы хорошо. Они, наоборот, организовались, по крайней мере, организовываться и договорились, что в военном отношении у Евросоюза будет почти триллион евро. Это очень большая сумма, так? И в этом направлении они будут, значит, помогать тем восточным странам Евросоюза, потому что там ближе всего, так? Польша, Балтийские страны. И будут, видимо, они развиваться сейчас в этой ситуации. У Великобритании и у Франции есть атомное оружие, и они будут здесь развиваться. Возможно, что эти разговоры о том, что НАТО прекращает работу или оно развалится, это все, по-моему, излишне. Пока нет, разговоры идут, но никаких вот движений в этом направлении, конечно, нет. Там посмотрим дальше. События, которые сейчас вот так вот происходят, и если есть какая-то опасность, так, что вот, не дай бог, как говорится, где-то там Трамп или другой какой-нибудь там деятель американской или другой страны вдруг, значит, вовремя не окажет нужную помощь, как сейчас вот делает в некоторых моментах Трамп. И поэтому Европа сейчас решила сама вооружаться, сама сориентироваться на то, что эта война в первую очередь придет, если захватит Украину, то она же придет и ближе и к ним, и может прийти действительно, может прийти. Они, если увидят, что и Россия, Америка не поддерживает, тоже могут напасть, а потом Америка же, находясь за Атлантическим океаном, может и не захотеть здесь где-то вступать в эту игру, а может с ними провести, если будет такая политика, проводить вот эту имперскую, собственно говоря, политику диктаторских режимов. Но в самой Америке, как мы знаем, у них система власти настолько, значит, сдержек, противоречий и возможных решений вопросов в пользу своего государства, это у них есть. И сейчас вот если через год будут выборы в Сенат или в Конгресс, как там у них, и, может быть, Трамп, может быть,
ограничен в своих действиях. И поэтому сейчас, по-моему, он как быстрее и быстрее пытается что-то сделать, что-то сказать и что-то там провести, а потом, может быть, это и, как ты говоришь, может, и игра это игра, может быть. Посмотрим, посмотрим. Я не думаю, что боится. Просто они не хотят, чтобы европейские страны не хотят, чтобы кровь лилась на их территории, чтобы не по праву развязанную войну имперская Россия снова значит, вторглась в Европу. Они не хотят повторения того, что было Первой мировой войны. Они хорошо это помнят, и об этом много здесь говорят, разговаривают, рассуждают. И не случайно же это они начали сейчас вот это организовываться в военном отношении. Это все, Аслан. Спасибо. Спасибо, Аят. Владимир, модный доктор, вам тоже спасибо. Аят, если же произойдет столкновение, война, агрессия фашистской России против Европы, и нас тут начнут призывать, у нас здесь, например, в Германии очень сейчас стало модным даже проходить военную учебку, там всех набирают, молодых, взрослых, всех подряд, все идут радостно, всем интересно, все готовы, энтузиазм есть. Как Да-да. вести к себе чеченцам, Аят, которые бежали от фашистской России, от той войны и выросли здесь, молодежь здесь у нас в огромном количестве, спортсмены умные, сильные, хорошие. Что нам делать, молодежи, что вы посоветуете? Ну, молодежь наша, конечно, находясь в этих странах, если сюда будет нападение, они многие хотели и в Украину пойти воевать, мы же знаем. Да, И там, в общем, были какие-то препятствия, которые, ну, чисто технические препятствия. Молодежь, если придет сюда война, конечно, наши люди вместе с народом этих стран, где он находится, будут участвовать в сопротивлении в основном. Это было и раньше, в прошлую Вторую мировую войну, когда наши люди здесь находились, наши вот чеченцы даже были в их легионах, их помнили даже президент, это Шарль де Голль, еще есть целый там а, рассказ такой, в котором он приехал в Москву, искал там из Дагестана, из чеченцев. Они знали, наши люди воевали здесь, и здесь, конечно, они будут тоже наряду с этими странами и воевать будут, если сюда придут. Но мы не рассматриваем это вариант, что они придут сюда, не рассматриваем. Потому что у России, собственно говоря, нет таких возможностей, как, скажем, у Западной Европы. Нет таких возможностей. Они тем более сейчас экономически в других отношениях, они могут быть на издыхании. Им Америка там не будет, как в прошлый раз, когда Вторая мировая война была, ленд-лиз не будет для них. Если им будет помогать Китай, это вопрос уже четко определится, и отношения Китая и Америки, где там основной по торговый баланс до 60% Китая, как я вот здесь видел по разным высказываниям, читал, то для Китая это будет тоже удар сильный. Поэтому Китай ведет войну, хочет не военным способом решать проблемы, а мирным, экономическим развитием. Они даже заявление свое такое сделали. Так что посмотрим. Наши будут, думаю, обязательно, наши люди, конечно, в составе этих вот армий, они уже граждане многие, которые здесь родились, тоже будут, конечно, воевать в этом случае. Но я не думаю, что до этого дойдет. Вот мгм. такая ситуация, Аслан. Спасибо, спасибо, Аят. Если же не будет войны, если и она минимальна по процентному сравнению, что она возможна в минимальном проценте,
то для чего столько денег выделяется? Триллионы, 700-800 миллиардов евро. Ну, баснословные цифры, которые Европа не тратила десятилетиями на свою оборону. Почему это делается? Она выделяется, потому что Америка в лице Трампа заявила, что она больше не будет защищать Европу, что вот вы, мол, там себе чуть ли не жируете, у вас социальные и другие все вопросы решаются, и медицинские, и все, а здесь в Америке мы все эти затраты берем на себя, это НАТО мы возглавляем, мы его ведем, давайте берите, и, мол, это давайте организовывайтесь, поднимайте уровень расхода, значит, на оборону делайте больше, до 5% в каждой стране. Вот что они требуют, Америка. Но кроме этого, это может быть и логически и правильно, потому что Россия вот так себя ведет. Но то, что они заявляют в Америке, Трамп заявляет, что якобы Россия не нападала на Украину, вернее, она не начинала войну, это, конечно, неправда. Это, видимо, какой-то, как говорится, какой-то, как по-русски говорят, леща кидать для Путина, который потом разошелся и говорит, вот что он хороший, он там все наведет порядок, я его знаю. Теперь они действуют, как в свое время младший Буш говорил. Я посмотрел ему в глаза и увидел, что он хороший парень. Теперь Путин говорит, я знаю его, Трампа, он хороший человек, он такой активный, он наведет там порядок. То есть это игра, по большому счету, это игра, кому это будет полезно, что будет, покажет, как говорится, ковер, вот так говорить, или ринг. Но не хотелось бы, чтобы это было. Мгм. А если, например, на такие уступки идет Путин американцам, на какие-то уступки идет, мы не знаем на какие конкретно, это с чем может быть связано? Он сдает Иран, он сдает свою армию, кто-то же должен отвечать. Американцы не привыкли, или Запад не привык заявлять какие-то громкие слова, потом запускать юридическую процедуру, потом от нее отказываться, причем без объяснения. Как вы считаете? Это Иран, они в обмен на Иран, в обмен на свою, еще раз я просто вопрос свой по поводу индульгенции Ну, сказать в обмен на Иран, в обмен на дружбу с Ираном, перейти в обмен на дружбу с Америкой. В Мгм. обмен, скажем, с дружбой Евросоюза перейти на дружбу, скажем, с Китаем. Так? Что такое? Как-то вот весь мир как будто вот переформатируется, и как будто бы думает он, собственно, не говорят такую идею, что Трамп так действует, потому что хочет оторвать Россию от Китая. Мгм. И объединяются, и после этого они вдвоем для нас будут опасны. Вот такую идею они, по-моему, это ложная идея, потому что от экономического торгового баланса, который есть между Америкой и Китаем, многое зависит от обеих стран. В первую очередь, конечно, Китая. Они так сильно развиваться стали не только потому, что они там такие умные, а потому что туда пришли все производства, все, Да. скажем, научно-технические прогрессивные заводы, предприятия, использование людей, дешевая рабочая сила. Вот это вот все привело эти, скажем, вот такие вот проценты в Китае, рост, Да. научно-технический прогресс, а для этих бизнесменов, для них нет разницы, лишь бы они получали прибыль. Прибыль для них самое важное. Об этом и Трамп, вот как видим, показывает, говорит, что это самое важное. Вот такая ситуация. Мгм. Там посмотрим. Аслан. Баркалая, Дейресволь. Это Масана. М. Ну вот Так, здесь Иркин говорит, что в Китай пришли 10 крупнейших компаний из Европы и из Америки. Это в начале, как они только начинали. да. И теперь, ну, фактически, это же США сделала Китай Китаем, сегодняшним Китаем.
Конечно, и Индия тоже так же, и другие Да. страны, восточные страны, они как раз таки это и делали, и они помогали. И вот тогда Китай, когда он был на крахе в 90-х годах, ну, еще до, я помню, весь их, как говорится, весь их, аппарат управления во главе с их, председателем, они Мгм. выезжали сюда, на Запад, и по всем странам, их человек там 70 было, мне говорили. Они были во всех республиках, изучали всю вот эту структуру, как они развивают, что делать. Еще тогда, помню, я был там в Балтийской одной стране, они там смеялись, они там поехали туда, туда, путешествовать, по-моему, месяца 2-3 ездили, изучали опыт, и потом, видимо, параллельно и договаривались. И после Мгм. этого вот это все пошло. Потом они вернулись, и потом все это, вот это развитие у них, естественно, таким образом и пошло. М. Мне так кажется. Конечно, а иначе как? До этого же этого не было, когда они общались и дружили с Советским Союзом. Этого не было. Ясно. Все, вы закончили? Да, Вот, я хотел такой вопрос задать, немножко возвращаясь к нашему Кавказу и немножко не по этой теме. А, Какие у нашего президиума, у нашей власти отношения с армянскими представителями? Я знаю, с Азербайджаном хорошие, с Грузией хорошие, со всеми хорошие. Армяне всегда были таким форпостом России, на Кавказе. И сейчас, есть ли адекватные армяне, которые против этого фашизма выступают? Мне просто иногда пишут, поэтому я хотел бы узнать ваше мнение. армянскими, представителями власти бывшими, Мгм. люди, которые там у нас, в республике многие армяне жили, помню, так. Очень И много. сейчас в самой Армении тоже, которые есть, мы имеем с ними контакты, и они, находятся на тех же принципах, вот те, которые мы знаем. Они были одно время, значит, близко, чуть ли не власть хотели взять, в Америке, то есть в Армении. Но такие вот люди есть у нас, знакомые в Армении, мы с ними общаемся. Собственно говоря, каждую неделю один раз мы общаемся с ними, и они, бывает, входят, мы ведем разные разговоры, встречи, иногда заявления делаем. В общем, с ними у нас нормальные отношения. Армения поняла, что Россия их тоже, как ты говоришь, их кинула, как говорится. Никаких Да. там вопросов нет. И, конечно, там, когда нужно будет России, что-то там замутить, они снова каких-нибудь, провокаторов пустят, и снова там на Южном Кавказе какую-то там бучу устроить для того, чтобы, это было выгодно России. А так, в любой момент они их кидают, и они пытаются сейчас войти в Европейский Союз, и заявление делают об этом. И ситуация там достаточно напряженная в этом направлении. Даже они не захотели поехать, вот последнее, они где встречались, в Минске, что ли, ОДКП было. Даже туда Армения не поехала, их руководитель, их премьер-министр не поехал. Но контакты у нас есть с нами, у президиума правительства есть контакты, мы с ними общаемся. Мгм. Отлично просто. Задают эти вопросы армяне на стримах. Да-да-да, есть у нас контакты. Это очень хорошо, потому что у нас реально, вы правильно говорите, у нас много жило армян в Грозном, у меня в классе учились армяне, ну, вообще во дворе много было Да, армянской национальности. И, конечно же, вот этот конфликт, который Россия разжигала между Арменией и Азербайджаном на протяжении десятилетий, он, конечно же, ничего хорошего нам, Кавказу, в целом не дал. Ни армянам, ни азербайджанцам, ни нам всем, кавказцам. да, Это конечно. очень хорошо. Здесь вот как раз там зашел армянин, пишет: "Привет, братья. Я как армянин могу сказать, что больше 60% армян поддерживают и считают РФ врагом.
Я, Ну, все отлично, да. все хорошо. Тогда все отлично. Приветствую, Хаяк, витаю, как говорят наши украинские друзья. Так, друзья, задавайте вопросы, м, и пишите. Тогда еще один вопрос тогда немножко, если можно на эту тему рассказать. А как отношения с Турцией у нашего президиума, и с Азербайджаном? Вот эти две страны, как у вас обстоят дела? Ну, я так думаю, что Турция это, скажем, на восточном фланге Европы, так скажем. Это, значит, одна из сильных стран мира, так? Мгм. Тамошнего мира, я имею в виду. Она активна в политической э, противостоянии или, скажем, развитии участвует. А с ней считается все эти страны вокруг, которые в том числе и Россия, Украина, и Азербайджан. Я думаю, что там есть какое-то напряжение, конечно, в Армении, и это напряжение тоже со временем как-то, наверное, изменится на территории Азербайджана. То есть в Турции живут много армян, они даже были во многих ну, государственных структурах власти, высокие посты занимали в свое время. И даже сейчас там много армян проживает в Турции. Так что здесь этот вопрос, то, что было когда-то, в те времена, если мы тоже сейчас начнем вспоминать, вот чеченцев вот 6 раз высылали, что Россия убивала наших людей, двухмиллионный народ еще 700 года доводила до 120 тысяч, представляете, убивали, вырезали, так? Если вот так это было, сейчас, конечно, историю надо знать, но надо сейчас свою историю творить современную, надо идти дальше, как жить. Поэтому я думаю, что эти вопросы должны решаться не на принципах вот диктатуры, не на принцип того сегодня, что устраивает, скажем, Кремль и ее окружение, его друзья, я имею в виду, да, а на принципах современного международного права, демократии, свободы личности. Вот на этой основе. Хотя некоторые там говорят, что Европейский Союз или мир, или там ООН не согласен с этим. Да, конечно, есть такие вот, а, скажем, сегодня идеи о том, что говорят, есть реаль-политик. Реаль-политик – это что? Это значит попытка уйти от современного международного права, не соблюдать его и принимать какую-то другую политику, чтобы столкнуть все вот демократические страны, столкнуть от идеи, которая лежит в основе современного международного права, это свобода личности. Свобода личности – это то, на чем строится современное международное право. Хотя не все это исполняют, и большие страны не полностью с этим согласны, где-то в чем-то есть какие-то недочеты, но главное, что в этом направлении надо двигаться, ситуация не стоит на месте. Поэтому, двигаться в обратную сторону – это губительно. Вот что я думаю, Асан. Спасибо, спасибо, Аят. Аят, вот вопрос. Как вы думаете, спрашивает МГ, какие республики Кавказа самые богатые по природным ресурсам? Ну, на Кавказе есть богатые, в смысле нефти, это Азербайджан. Значит, и есть Кавказ, они говорят Северный Кавказ, Южный Кавказ. Такого нет, есть один Кавказ. Они просто там условно говорят, потому что горы там. В Чеченской республике, я знаю, еще с тех пор добывали до 25 миллионов тонн нефти в год. Представляете? На этой территории. Ну, Мгм. естественно, есть и природные, значит, запасы, там есть, я сейчас перечислять не буду. У нас была развита промышленность, сельское хозяйство, очень развита промышленность, и, как нам известно,
во внутренний продукт Совет Союза Чеченская республика имела 6% вклада. Представляете? 6% на такой небольшой территории в общую копилку 6% получала страна, которая называлась Советская империя. Так что эти все вопросы сейчас, они как бы закрыты. Эти вопросы, они скрыто действуют, они то, что получает от Чеченской республики территории, конечно, забирает себе туда Москву, потом ее раздают. Есть, если говорить о Северо-Кавказской или Кавказской республике, в Дагестане тоже есть такие вот природные, значит, запасы нефти, газа, там тоже нашли. Ну и, видимо, и в других местах. Вот если так говорить, ну, в общем, вот такая ситуация. Мгм. Так, спасибо. Баркалая Дересур. Мгм. Так, так. Я общаюсь с гражданами США, говорит Эд, спрашивал, что они знают про чеченцев. Из 10 8 человек знают и слышали, как чеченцы били и выгнали фашистскую Российскую Федерацию, восхищаются. Я спрашивал, почему мы не признаем и независимость. Удивляются, почему. А, Такая ситуация. Аят, как вы считаете, Соединенные Штаты... Вообще, мне кажется, вот это признание, Аят, оно немножко унизительно для любого народа и нации. И как бы не о суверенитете и свободе и независимости говорится, если вам нужно ждать, что вас кто-то признает. Если у вас есть международное право, говорит, что если есть у тебя своя территория, народ, свое правительство, то ты уже независимый и тебе не требуется. И это и логично, и не унизительно. А так ждать, что кто-то признает. Ну, мир так сложился после Второй мировой войны, что мир поделился на две части, на вот этого Варшавского договора, вот этот КГБшно-советский режим, и западный, европейский режим. Вот как вы считаете, Аят, вот это признание, которое сейчас Украина сделала, до этого Грузия сделала, вот это признание, оно произойдет когда? Когда всем нужно будет, как кровь из носа, как говорится, нужно будет это признание. Или же когда захотят восстановить справедливость. Или этой справедливости нет на земле. Вот вы говорите реал-политика. Это чистый макиавиализм, это чистое лицемерие, абсолютное пренебрежение любыми моментами ради личной национальной выгоды практически любого государства, особенно если оно сильное. Ну, есть разные мнения, Аслан. Признание– это значит, это государство может вступать в экономические, политические, дружественные отношения с той страной, кто ее признал. Мгм. Она может иметь торговые отношения. Она может через эту страну вести и другие твои вопросы. А если ты не признан и на уровне международного права тебе не дают возможности, чтобы ты занимался и развивал свое государство, ты же не можешь изолированно, как на заборе, в заборе сидеть, как резервации. Ну да. Поэтому признание важно. Важно, поэтому мы говорим вот то, что вот сейчас признание, вот да, что сделала Украина, многие хотят это дело умолить. Нет, это нельзя умолять. Это большое достижение, и это дружеский, очень дружеский шаг со стороны Украины в отношении чеченского государства. И другие вот страны, мы писали об этом, и в другие страны европейские, балтийские, и Польшу. Но этот процесс в какой-то степени, которым мы занимаемся, этому препятствуют вот агенты влияния, которые
из числа чеченцев, которые находятся и засланы сюда фактически. Это беженцы, которые из себя изображают разными деятелями. Беженцы и те, которые когда-то были в нашем правительстве, они отошли от основ нашего государства и занимаются разными вещами, отходя от основы нашего государственного устройства, называя себя теми или иными руководителями, руководцы, которые они давно потеряли. Есть только одно, что они когда-то были, и они препятствуют вот признанию нашего государства. Даже некоторые из них были удивлены, что это сделалось, и говорили, что не надо было это делать. Зачем это сделали? То есть даже среди наших. И некоторые даже люди не понимают, как вот ты сейчас говоришь, что это такое. Если на Западе эти страны нас будут признавать, это значит, что мы будем с ними иметь, как я сказал, все отношения. И это очень важно. А так сейчас и политическая поддержка в мире не будет. Никто не будет нас, если где-то что-то защищать. Мы не можем никакие договора и другие отношения строить. Это такая очень важная ситуация, которая нужно сейчас, как значит, несмотря ни на что, нам этим заниматься. Занимаясь на этом, в этом вопросе, президент правительства вместе с украинцами эту работу вел долго, давно, и в конечном итоге вот так случилось. Когда это случилось, уж потом они начали говорить, это мы сделали, это те сделали, те потом другие делали. А мы говорим, это никто не сделал, это сделал наш народ, который воевал, который создал свое государство. Если бы этого не было, ни вы, ни мы, никто бы это не сделали. Это сделал наш народ, который в соответствии с рамками международного права воссоздал свое государство в 90-м году при развале СССР со всеми, значит, теми признаками и правилами, которые есть в мире. И поэтому именно и происходит признание, а не потому, что кто-то там хочет сказать, мы здесь те руководители, если они отошли от основы нашего государства, с ними никто не будет считаться никогда. Вот в этом смысл этого признания. Поэтому мы здесь на Западе должны заниматься тем, в первую очередь, чтобы признали наше государство, признали, что оно сегодня оккупировано, признали геноцид нашего народа. Это будет как раз-таки паспорт, тот паспорт, который даст нам возможность иметь защиту в остальном мире, когда в отношении нашего государства будут какие-то незаконные поползновения. К примеру, как с Россией. Она захватила нашу территорию незаконно. Вначале незаконно вписав ее в свою конституцию, а потом незаконно захватила во всех отношениях и сегодня там, значит, проводит свою политику. Мы не согласны с этим, мы не согласны, наш народ не согласен с этой позицией. Мы хотим жить в мире со всеми странами, в том числе и Россией, если она этого желает, мирно жить, но не воевать и не подчиняться, не быть у них в раболепстве, и чтобы они нам присылали свои остатки со стола, как говорится, остатки, знаете, мол, живите, как будто мы не могли это делать сами. Поэтому в этом отношении нам развиваться надо. И кавказские народы сегодня об этом думают, но им придется пройти вот этот весь процесс, который был и у нас. Этот процесс надо пройти. Не пройдя этот процесс, фактически ни одна страна не будет признавать ни одну. Просто будут говорить то-то, то-то, так это в политическом смысле риторика будет, а действий не будет. А то, что вот есть специальное решение Грузии, специальное решение Украины, это очень важно. Специальное решение, скажем, Афганистана, специальное решение, скажем, Кипра, турецкая часть, специальное решение других некоторых организаций, и даже если какие-то вот крупные международные организации нас признают, это тоже нам в пользу, в защиту нас. Вот, потому что мы в этом отношении, наш народ боролся.
но нас пытаются вкинуть снова в бездну, скажем, мракобесия или религиозного фанатизма и заставить нас быть снова, значит, в том, на 200, на 300 лет откинуть назад. Мы не должны это позволить, и наши люди это должны понимать, особенно молодежь. Так что вот такая ситуация в этом вопросе, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят Башкал. Дересфур. Так, друзья, задавайте вопросы. Тут я вижу, только общение между собой идет. Да. Так. Ну, здесь вопросов особо нет. В принципе, я предлагаю потихоньку, если вам есть что сказать, скажите, и предлагаю. Но сейчас, пока мы будем говорить, после того, как вот в Саудовской Аравии пройдут вот эти переговоры, Мгм. и по теме, которая развиваться, после этого мы как раз поговорим, наверное, во вторник об этом. Давай, да, Давай. сворачивай. Хорошо. Последний тут вопрос как раз очень интересный, на мой взгляд. Эд задает. И вот этот вопрос и заканчиваем как раз. Марадас нам включу. Продолжаем. Аят, как вы объясните, почему некоторые люди ставят вам палки в колеса? Неужели у них никто не пострадал в 1944 году, 1944? Дело в том, что среди нашего, значит, населения есть люди, которые служили секретным службам царской России в свое время, потом Советского Союза. Их потомство, оно было в самом привилегированном отношении, когда они были еще вот до развала Советского Союза. Поэтому они хотят жить в тех условиях, и чтобы они были на высоте. А здесь, когда народ вот создал свое государство, и здесь это им, как говорится, припомнят в любом случае, если они поэтому и вместе с русскими выступали против нас и воевали даже вместе с ними против нашей независимости. И такое количество есть. Из этого количества есть и люди, которые здесь сейчас находятся на Западе, а часть из них, не понимая это, не понимая, что происходит, вот так вот действуют. И когда они уже, как говорится, засунули руку по локоть в кровь или как в дерьмо, то с этого момента у них обратного хода нет. Но они могли бы признать свои ошибки и сказать: да, мы не правы, да, это не будет, да, мы, значит, перестаем этим заниматься, и мы будем вместе здесь на Западе или в другой части мира заниматься в пользу нашего народа. Но это не происходит. Они заняты, они приняты, как говорится, на работу, или они, как говорил наш первый президент, отрабатывают. Отрабатывают задание. Вот поэтому, Сан, Все, спасибо, Аят. И можно на этом закончить наш сегодня, завершить. завершить стрим. Спасибо тебе большое, Аят, огромнейшее. Друзья, всем, кто принимал участие, задавал вопросы, все смотрел и кто посмотрит, всем тоже большая благодарность. Все будет Ичкерия, слава Украине. Адикюр Машвар. Адикюр.